Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы продолжаем цикл передач, посвященных 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Сегодня мы расскажем об уникальном человеке, воине, победителе Иванове Василии Давыдовиче. Василий Давыдович прошел весь боевой путь с 1942 по 1948 год. Оборонял Сталинград, освобождал Европу, брал Берлин, состоял в охране участников Потсдамской конференции и лично поздоровался с Иосифом Виссарионовичем Сталиным. Сегодня у нас в гостях внучка прославленного воина Мария Васильевна Иванова. Здравствуйте, Мария Васильевна. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о своем дедушке, о его биографии. Наш дедушка-прадедушка, он родился в село Чучу Вилюйского района 24 ноября 1923 года в семье Афанасия Тихонова и Пороскевы Семеновой. Он родился пятым ребенком. Те времена были очень голодные, тяжелые, суровые времена. К сожалению, его папа часто играл в карты, и в один из таких дней он даже проиграл его в карты и своему родственнику. И полурусский старик Куйсутаруйбан предложил ему отдать новорожденного мальчика в бездетную семью в соседнюю деревню. В те времена корь унесла жизни маленьких детей, так как не было вакцины и не было лекарств. И маленький Василий тоже умирал. И от отчаяния его приемная мать позвала родственницу Иджидаю и спросила, выживет ли он. Иджидая сказала: дай, пожалуйста, одну вещь, я посплю, а на утро вам скажу. Утром она пришла с радостной новостью и сказала: он проживет долгую счастливую жизнь. Так и вышло. Василий Давыдович прожил до 88 лет. В студенчестве он поступил в культпросветшколу. И вот на СССР напали фашисты. Он захотел, рвался на фронт. Но так как у него было слабое здоровье, все-таки он был не призывным. В 1942-м комиссию возглавлял Шемета. Он знал, что молодой боец Иванов рвется на фронт с 1941 года. Он спросил: ну что, Иванов, прямо так хочешь служить? Он сказал: да, это моя мечта — пойти защищать Родину. Так он попал в 1942 году. Их отправили на барже с города Вилюйска. Сердце матери, конечно, разрывалось. Может, не пойдешь воевать? Он сказал: нет, мама, я пойду. Не дай бог, враг нападет на нашу Якутию и обидит тебя. Это мой долг — защищать тебя, нашу родину, нашу страну. И так он в 1942 году через Новосибирск, вот они плыли, да. Дедушка был очень, как сегодня говорят, такого крутого нрава, характера. Расскажите о его славном боевом пути. Там же очень много уникальных таких событий было. Ну да, характер у дедушки был очень напористый, даже, можно сказать, немножко взрывной. То есть если он что-то хотел, он всегда этого добивался, и он всегда отстаивал свою точку зрения. И это очень сильно ему помогло, потому что на войну уходили якутяне, которые не знали даже русского языка. То есть дедушка плохо понимал и не говорил на русском языке. Поэтому ему приходилось именно вот в суровых условиях учить русский язык, понимать, что говорят командиры, что говорят однополчане. И благодаря вот этому, да, характеру он буквально выживал. 24 сентября он попал в самый страшный жернова Сталинградской битвы. Молодому юному бойцу тогда показалось, что он попал в ад. Он говорит, земля содрогалась от взрывов. Языки они называли, языки это были фашисты. Они заняли такую позицию, что они обстреливали всех, кто подступал вот с реки Волги. Спустя много лет его спрашивают журналисты, как вы совершили свой первый героический подвиг. Ну, он говорит, я был молодой, отчаянный, сильно хотел пить, и подступов к реке не было, так как с мукомольного завода шел сильный обстрел. Запасся гранатами, взял 3 фляжки и поплыл. Доплыл, напился воды, его обстреливали, но не попали. То есть он как будто бы родился в рубашке, да? И он слышит, вдруг перестали стрелять.
Оказывается, у немцев есть обед по расписанию. Да. Он подполз к этому мукомольному заводу и слышит, что играет музыка. Они поставили пластинку, надели салфеточки, передники и принялись трапезничать, обедать. И дедушка забросал вот эти гранаты, 2, которые он с собой взял. И с криками «Ура!» его дивизия вышла из окоп. И тогда дедушку хотели представить ордену. И его награда, оказывается, настигла только в 1970 году. Это была его первая медаль за отвагу. А вот потом же был там уникальный случай. Приснилась мама, и что-то об этом. Это был уже Донецкий фронт. После боевых действий приняли баньку, уснули, и вдруг среди ночи его зовет голос: «Багалай тур, багалай кели тур». И этот голос вывел его наружу и увел далеко от бани. И вдруг слышит звук бомбардировщика, который точечно бросил бомбу вот на это сооружение, и дедушка получил контузию. Его накрыло землей, осколки попали ему в конечности. Он говорит, ни в Бога, ни в черта не верил, но поверил, что есть что-то высшее помимо. Но он освобождал Европу, много городов Восточной Европы. Он лежал в Саратовской больнице, и после выписки их заставили копать картошку. Это ему не понравилось, но тут заходит командир и говорит, либо вы копаете картошку, либо идете в разведчики. Так он попал в разведку. Это была группа СМЕРШ. Учили всяким боевым искусствам, как подкрадываться к врагу, как брать языков. Освобождал Западную Украину, воевал с бандеровцами. Василий Давидович единственный из якутян, который состоял в охране участников Потсдамской конференции. Как это происходило? Это был 125-й Померанский полк. Он закончил курсы МГБ, школу государственной безопасности. Освобождали Варшаву. Так они дошли до Берлина. И по его воспоминаниям, через Бранденбургские ворота они вошли в Рейхстаг. И он был очевидцем, свидетелем водружения знамени над Рейхстагом. Они увидели дверь вниз в подземелье, но они не знали, что за дверь, заходят, а там все перевернуто, посуда и документы вермахта были. И тоже их назначили в охрану. 3 дня они сидели в этой охране, охраняли документы вермахта, штандартфюрера, СС. Конечно, это все факты эти были засекречены. Дедушка даже видел сожженный труп Гитлера. И это тоже под грифом секретным. Конечно, после войны к НКВД относились очень осторожно. И дедушка, наверное, берег нас берег. Потому что он про войну вообще не рассказывал. Мы думали, дедушка ветеран служил на войне. А оказалось, он был в самом пекле, простой якутский парень, которого занесло до Берлина, до бункера Гитлера. Вот судьба такая. Да, судьба вот такая у него. Ну и встреча со Сталиным? Да, встреча со Сталиным была. То есть он вспоминает, что с них портные сняли мерки, заказали отличную качественную ткань, сшили им новенькие мундиры. Он говорит, даже пуговицы блестели, выдали лакированные сапоги. А куда повезли, говорит, мы не знали. Посадили в желтенький автобус и довезли до замка Цици-Ленхоф. И поставили в первую линию охраны, то есть у самого замка. Была жара, август 1945 года, и команда смирно. И он говорит, наступила такая тишина, что даже жужжание мухи только слышали. И вдруг видят, подъезжает мотоцикл, выходит из коляски товарищ Сталин, без никакой охраны, в белом кителе, в шароварах, без своей знаменитой трубки, без оспинок на лице, как его показывали. И, соответственно, у дедушки, у чечуйского молодого парня сердце заколотилось еще сильнее. И он говорит, мы с этим именем воевали, мы победили войну. Он говорит, я прямо почувствовал горячий автомат, эти сжатия, говорит, и у меня заколотилось сердце. Товарищ Сталин улыбнулся дедушке, пожал руку и спросил, откуда будешь, боец. И он четко выговорил, что он с Якутии, и он пожелал ему удачи. И, говорит, вся охрана позавидовала, говорит, ну все, Васька, теперь не мой руку, не мое лицо, сам лик вождя на тебя. Да, и рассказывай в Якутии. Но, к сожалению, дедушка этого не рассказывал, а начал рассказывать перед смертью эти вещи.
И послевоенные годы его не менее, значит, активные и плодотворные. Он был одним из основателей города Мирного в 50-х годах, одним из основателей алмазодобывающей промышленности. Вячеслав Анатольевич Штуров очень высоко ценил Василия Давыдовича. Вот этот период жизни расскажите, пожалуйста. Война закончилась для дедушки в 1948 году. Он вернулся, конечно, в родную Якутию, работал в Вилюйске, создал там семью с нашей бабушкой Александрой Петровной Петровой. Родились у него 5 детей, в том числе и моя мама. Он был у истоков строения города Мирный. Они строили город Мирный. Он был у истоков алмазодобывающей промышленности. Собирал с драгов, были драги, да? Драги и фабрики, где сдавали ему алмазы. Он собирал это в мешок, запечатывал как инкассатор и увозил Якуталмаз на фабрику. Так он проработал до 1962 года. И в 1962 году он возглавлял еще пожарную охрану. Он был удостоен звания почетный гражданин города Мирного, отличник алмазодобывающей промышленности. У него был именной значок с алмазом, заслуженный работник народного хозяйства. Очень много званий, наград из правительства. На 65 лет Победы это был единственный ветеран из Якутии, которого пригласил тогда президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев в Кремль. И получил знак орден 65 лет Победы и книгу «Маршал Жуков». Я как бывший ветеран войны желаю людям, потому что всегда был мир, и над головой всегда было чистое небо. Все наше поколение, внуки, 17 внуков, 28 правнуков. Мы все гордимся и с радостью делимся воспоминаниями и рекомендуем всем прочитать эту книгу. Она есть в свободном доступе в Национальной библиотеке, на Литресе. Спасибо большое, Мария Васильевна, что приняли наше приглашение и за очень интересный рассказ.